Здравствуйте, я Исупов Михаил, основатель Уральского института гештальта и современной психологии. А, Коллеги мне поставили задачу рассказать о 3 китах гештальта в этом коротком ролике. Я постараюсь рассказать о 4 китах гештальта. Итак, по порядку. Актуальность. Это пресловутый принцип «здесь и теперь». Мы живем только в эту секунду. Ни в прошлом и ни в будущем. Это как бы такой медицинский факт. Но психологически, я думаю, что редко мы живем здесь и теперь, в сейчас. Мы живем или в прошлом, или в будущем. Сожалениями, перемалыванием возможностей, которые мы не реализовали когда-то, не знаю, там. Если бы я выучил английский, я бы получил стажировку в 90-е годы за рубежом, моя бы жизнь сложилась иначе. Если бы я тогда не опоздал на свидание, как бы сложилась хорошо моя жизнь сейчас. Ну и так далее. Оборотная сторона. Вот когда я выйду на пенсию, то начну полноценную жизнь, осуществлю свои мечты и снова так далее. Вот такая вот ментальная, эмоциональная жвачка. Ну, собственно, это хороший способ, даже способ не жить. Следующий принцип – осознанность. Ну вот, когда над гештальт-терапевтами хотят посмеяться, обычно используют такие вопросы. Что ты сейчас чувствуешь, что ты переживаешь, что ты чувствуешь. Ну, правда, для гештальт-подхода очень характерно большое внимание к телесным эмоциональным переживаниям. Что со мной сейчас происходит? Если я могу поймать свои телесные импульсы, если я могу поймать свои эмоции, пока они еще вот маленькие, да, я тогда могу ими управлять, я могу быть их хозяином. Я хозяин их, а не они мной управляют. Но типичная история страха, да. Пока страшок маленький, и я его различил, то есть осознал, я его хозяин. Если я не успел его поймать, не различил, не осознал, пока он малых размеров, он раздулся, вплоть до панической атаки. Тогда уже, понятно, не я хозяин. Третий принцип – ответственность. Это тоже вот как бы продолжение темы хозяина, что ли. Я бы сказал, не хозяина, а автора. Да? Кто автор моей жизни? В общем, часто не я, кто-то что-то сказал, кто-то распорядился моей судьбой, то, что мы называем интроектами. Какие-то послания из прошлого мной управляют. Я их не осознаю, но они управляют мной. И, с одной стороны, отвечать за свою жизнь, тяжело же. Отвечать за выборы, отвечать за последствия. С другой стороны, это здорово выгодно. Если я отвечаю, то я автор, да, и я могу менять свои выборы, свои действия. И у меня появляются шансы на достижение того, что я хочу на самом деле. Я хочу, а не кто-то другой. И 4 кит в дополнение. Я думаю, что точно уместно говорить о таком базовом принципе, как целостность. Начну немножко издалека. Вот вы знаете, да, в медицине есть специалисты по локтям, есть специалисты по желудку, есть кардиологи, есть нефрологи и так далее, да. Хорошая идея, да, разобрать человека по частям и быть специалистом в каждой узкой части. Но ведь человек целый организм. И невозможно лечить одно, не учитывая другое. И для гештальт-подхода это просто великая ценность. Смотреть на человека как на целое, смотреть на семью как на целое, смотреть на пару как на целое, смотреть на организацию как на целое. Так называемый системный подход. Это большая ценность гештальт-подхода. И тоже много выгоды там. Спасибо за внимание. Пишите вопросы. Всего доброго.